В ближайшее время в Северной Осетии появится Центр народно-художественных промыслов. Его создадут по инициативе главы республики Вячеслава Битарова. Туда войдут лучшие ремесленники республики, которые будут делиться своим опытом и развивать остинские традиции в различных направлениях. Среди них и мастерская «Орион». Там воссоздают скифо-сарматское оружие. Как закаляется национальная культура, расскажет моя коллега Алана Тамаева. Работа начинается с эскиза. Художник изучает археологические находки и историческую литературу. Только после этого приступает к разработке предмета. В мастерской «Орион» не просто изготавливают оружие. Здесь занимаются возрождением скифо-сарматской культуры. Все работы максимально приближены к предметам, которым пользовались в те времена. Даже делают их из тех же материалов – дерево, кость, оленей, буйволиные рога и бивни мамонта. В арсенале ритуальный скифский нож, женские и мужские мечи, кольчуги и луки. Вот мы к открытию Живахара разработали это все. Вот короткий скифский лук. В общем, максимально приближен к оригиналу. Мастерской уже больше 30 лет. За это время ремесленники создали больше 1000 ручных работ. Но специализируется мастерская не только на вооружении скифов. На предприятии изготавливают не только оружие. Это женское украшение оберег, защищает оно от сглаза. Считалось, что необычное украшение отвлекает внимание смотрящего от лица девушки, поэтому сглазить ее не могли. В своем послании глава республики Вячеслав Битаров поручил создать Центр народных художественных промыслов, и работа уже началась. В рамках рабочего визита в мастерской побывал министр промышленности и транспорта Хайдарбек Бутов. Ответственные ведомства знакомятся с ремесленниками, ведут с ними работу по присвоению статуса изделия народных художественных промыслов. Для этого ремесленнику нужно сначала пройти через экспертный совет при Министерстве промышленности и транспорта республики, а потом и России. После он вносится в реестр и может рассчитывать на господдержку. Государственная поддержка для людей, которые или предприятий вошли в реестр Министерства промышленности и торговли, она оказывается в качестве субсидий. То есть субсидии там даются на провоз своих, на экспозицию там по железной дороге, да, тарифы. Это на газ, это на электроэнергию. Вы можете их использовать уже по вашему назначению, получив эту субсидию. Мастерская «Орион» выиграла грант на возрождение скифо-сарматской культуры. В планах у руководителя открыть учебный центр для будущих ремесленников. Мы можем обучать людей, потому что мы это умеем. У нас есть возможность. Вот сейчас у нас в данный момент еще есть помещение. Я благодарен правительству и главе всем за помещение. И можем как бы учить. Есть у нас возможности, и это мы умеем. На предприятии уже проходят практику студенты ГМИ художественного училища. Элина Цагараева всегда мечтала о творческой профессии. Рассказывает, особенно важно для нее было получить практические знания. Здесь она своими руками уже работает над уникальными изделиями. На самом деле, еще с первого курса мы проходим практику здесь, что является очень-очень хорошей возможностью, во-первых, ближе познакомиться с специальностью, во-вторых, получить знания о нашем наследии, о художественных образах исторических. И в ГМИ не всегда есть все нужное оборудование и материалы, а здесь как раз-таки они есть, и есть опытные мастера, которые помогают нам развиваться. Свои работы ремесленники представляли и на международных экспозициях. Некоторые предметы находятся в частных коллекциях по всему миру. Набор оружия от мастерской «Орион» есть и у Владимира Путина. Предприятие уже зарекомендовало себя, а сейчас его мастера готовы делиться знаниями и опытом с подрастающими ремесленниками. Алана Тамаева, Александр Каджаев. Новости Осетии.